Создание семьи – важный и ответственный этап в жизни каждого человека. Как найти вторую половинку? Особенно сейчас, в 21 веке, когда у людей все меньше свободного времени. Крымско-татарские клубы знакомств – это удобные площадки для поиска спутника жизни. Один из популярных клубов знакомств – «Кысмет», который работает около 5 лет. На создание клуба руководителя Сусану Ханум подтолкнула личная проблема. Мы тогда были с подругой не замужем, и не знали, где, скажем так, подобрать и найти своего человека. Начали ходить по всем мероприятиям, посещать, где не могли найти никого. И мы решили создать свою площадку, где будут знакомства проходить в непринужденной обстановке. И вот там мы обе познакомились и нашли свои судьбы. Основная аудитория «Кысмет» – люди старше 30 лет. Часто это те, кто пережил развод, стесняются самостоятельно заводить знакомства или люди, постоянно занятые на работе. Больше всего женщины, но мужчины тоже не отстают. Молодцы, обращаются, да. У каждого человека, который приходит к нам, у него есть проблема. Это уже больше психологическая работа. Поэтому этой проблемы пытаешься решить и уже подобрать то, что ему необходимо. В крымско-татарском клубе знакомств «Кысмет» все конфиденциально и индивидуально. Найти достойную пару здесь поможет ряд специалистов. В анкете есть вопросы, касающиеся его самого лично, и вопросы, касающиеся того человека, которого они ищут. И на основании этих данных, и особенно на основании личного общения, ты понимаешь, кого с кем можно совместить. Если я такого человека нашла, то я также совмещаю его и по гороскопу. Если какие-то вопросы возникают даже у меня лично, я обращусь к нумерологу. Мы предоставляем вначале фотографию. Если человеку визуально понравился этот человек, то мы даем данные. Но опять-таки у второго тоже узнаем, нравится ли этот человек визуально или нет. Ава Шерфе Ханым уже 7 лет помогает одиноким создать семью. У нее в работе более 2000 анкет. На счету Авы Шерфе Ханым сотни пар, которые нашли друг друга. Для нее самый важный принцип – только крымско-татарские семьи. Раньше в Узбекистане тойлар бірші болса, hepsi бірлерін көреді. Где они? Работа, дом. Работа, дом. Все. Куда они ходят? Никуда. У нас такой менталитет. Вы же понимаете, что это такая большая ответственность. Это очень огромное. Да. Вы огромное. чувствуете эту Да, ответственность? я вообще очень чувствую, да. И Что очень такая душа радуется, ответственность, когда пара совмещается, когда они образовывают эту пару, и у них серьезные намерения. Это прям вдохновляет на движение вперед. А были какие-то очень необычные запросы? Вот прям. Машина, дом, дача. Это необычные? Это чтобы она не была рядом, чтобы отдельный дом. Когда общаешься с девушками, они говорят о том, что парни ленивые, ничего не хотят делать, ухаживать не хотят, цветы дарить не хотят, на свидание звать не хотят. А парни говорят о том, что девушки меркантильные. Но что плохого в том, что эта меркантильная девушка хочет хорошее будущее для своих детей? От скольки до скольки лет вот у вас сейчас? От 18 у меня даже один жених есть, 92 года. Знаете, вот действительно, ему тоже несколько человек, несколько женщин. А вот какие у него требования? Чтобы была рядом с ним бабушка, чтобы жила вот вместе. Им уже ничего не надо, просто рядышком, чтобы был человек. Им тоже скучно. Бреу йохтер, чтобы бреу хавечмеги, беседа, то все. Но почему-то пары не захотели нам давать интервью. Можно, с одной стороны, их понять, потому что многие стесняются признавать, что они познакомились скажем так, с нашей помощью. Потому что это не принято в нашем обществе. Не принято обращаться в клубы знакомств, в брачное агентство. И опять-таки молодой возраст, он такой, что многие сами хотят знакомиться без посторонней помощи. А тем более говорить об этом на камеру, что мы познакомились в клубе знакомств или в брачном агентстве. Это интимно, и выносить это на вот так всеобщее обозрение не каждый согласится. Мы вышли в места компактного проживания крымских татар с вопросом, знают ли они крымско-татарские группы знакомств и обратились бы они к ним для создания семьи. Наверное, да. Нужно общение в реальном мире, мне кажется, чтобы понимать, не только слышать человека, читать, а видеть его поступки. Это очень важно.
поступки за себя говорят. Я считаю, что на сегодняшний день социальные сети настолько развиты, и я бы, например, согласилась бы, конечно, завести знакомство. Нет. Все равно хочется первое знакомство, чтобы было именно вживую. Просто как-то непривычно для меня даже сегодня, в 23-м году, мне немного непривычно знакомиться в интернете. Ну, там много очень обманывают. Есть ли люди, которые сидят там чисто ради того, чтобы получить что-то бесплатно. Не трачь свое время где-то либо не лазишь там по барам там и так далее. Но опять же в барах тоже, в дискотеках там ты не познакомишься с адекватной, например, девушкой. Вот. Ну, короче, а там ты можешь познакомиться с той, которая также одинока, может быть, как и ты, зашла и просто посмотреть. Хоть там найти свою половинку или будущего мужа, или кто-то жену там ищет. Знаю, но я за живое общение. Но я ими не пользовался никогда. Я просто про них слышал. Крымско-татарские клубы знакомств «Хасмет» и «Алтын-Бешик» ждут всех желающих создать семью. Призываем всех обращаться в наше брачное агентство «Хасмет». Если у вас есть какие-то проблемы личностного характера, у нас есть психолог, который может вам помочь. Если у вас есть вопросы по совместимости, у нас есть нумеролог, который может вам помочь в совместимости. Поэтому обращайтесь, всех ждем.